Ребята, всем привет! Сегодня так спонтанно решил я прокатиться, ребят, приехать на речку, выставиться и посмотреть, ребята, шевеление налима. Все-таки февраль, налим уже должен отнереститься и потихоньку начинать. Ну а так, пока, ребята, рыбалки вообще нету, просто спонтанно решил, поехал, ребята. В общем, есть у меня, ребята, 6 живцов. Это все, что умудрились мы поймать, получается. Сейчас буквально вот на днях ездил пробовать. Ну, 6 живцов. Все, ребята, некуда. Куда, что с ними делать? Ехать ночевать, ну, естественно, нет. Ну и, в общем, заехал к Григоричу. Григорич мне дал, ребята, червей, получается, летних. Вот. С осени он еще их собирал. И Андрюха говорит, все равно здоровые буду выбрасывать. А вот эти маленькие, которые наплодились, как бы вот он берет и рыбачит на них. В общем, целая банка, ребята, есть матерых таких червей. Ну и в общем я вот на этой ноте, ребята, решил рвануть. Вообще буквально вот за дома, здесь вот эта точка на лиме, работал, когда, ребят, не было вот такой техники. Здесь буквально, не знаю, 4 километра, там 3, и все, на лыжах вот так напрямку, не так лесом, как я шел, а вот так напрямки через речку. Я уже на лямпах быстро, ребята, сюда ходил, проверялся, и также буквально лет 5, наверное, я еще этим занимался, вот именно здесь. Когда не было техники, я ходил, также рыбачил живца недалеко. И здесь выставлялся тычки. Вот эти тычки, которые, ребята, до сих пор еще, в принципе, на них рыбачим. Вот. И вот здесь также ставил. И хорошо попадался даже на лим, бывали хорошие экземпляры. И, в общем, ребята, одна из моих тут мест, в общем, зимних. И не будем забывать за него. Давайте его попробуем разведать. Выставились, получается, и жерлицы, ребята, и комбайны. Есть 5 комбайн. Поставим вот так ряд комбайны, я думаю. Вот, на червей. А что вот, есть какой-то живец, то вот поставим жерличек. Но у меня еще есть поводки, ребята. В общем, остаток жерлиц сделаем как донки. Если останутся черви, то побросаем, получается, тоже как донку сделаю. В общем, как-то так, ребят, не знаю, такая будет рыбалка интересная. В общем, прошел еще заодно, посмотрел. Много валежника, много. Завтра, наверное, если поедем проверяться, но в любом случае поедем, возьму я, ребят, сани и попилим валежника домой на баню. Сейчас все равно занимаемся дровами, привезли один воз, привезем сейчас второй воз. И, в общем, во дворе все равно идет колка, щепки, не щепки, и, в общем, повозить можно будет. Валежника очень много, вот так прям. Вся дорога завалена, ну, заодно и дорогу пропилим, и дров привезем, что нормальная тема, мне кажется. Пока нечего делать. Ну, на неделе, ребята, едем на 3 дня, потихоньку идут сборы, едем в одно место тоже. В общем, как-то так, ребят. Ну, давайте начнем, что, наверное, время 10 утра, рано не поехал, минус с утра 15 было. Сейчас теплеет немножко. В общем, как-то так, ребята. Как-то начнем. Как-то попробуем сделать рыбалку. Все, погнали. Начнем. Вот здесь пляж. Здесь даже бывало тоже и фидерные рыбалки. Хорошие бывали. Вот напротив вот этих кустов я всегда сидел. Вот это пляж, не знаю, нашел лед. Сейчас посмотрим по глубине, что да как. И вот так пяток, ребят, поставлю. А потом найду хорошую глубину, 1,5 метра с-подо льда. И рядок сделаем, ну вот именно донки вот эти импровизированные, ну и жерлицы. Там яма ближе к тому берегу. Ну, всегда налим попадался именно вот здесь, на мелях.
на песку. Вот. И в общем я как-то примерно сейчас я обозначился. Воды нету на льду, шикарно. Вода выходила, все это промерзло. Не знаю, вот с первым комбайном угадал, не угадал. Будет течение, не будет. Затащит все это дело. Ну и опять же, чтобы немножко течения было, чтобы косу затащило. И все. Такая разведка, ребят, будет. На дальняк, конечно, охота с ночевочкой. Ну, пока живца, ребят, поймать невозможно. Не клюет, зараза. Вообще нигде не клюет. Вон слышно, собаки лают. Совсем недалеко я от поселка. Ну, раньше, ребята, вот, не знаю, вот тот обрыв, вот до школы бегал, ставил донки и ловил хороших налимов. Вот не поверите, ребята. Получал, проверял 2 раза. Утром проснусь, побегу, проверю до школы. С ночевой сниму налима, которые попались. Заряжал опять на ночь. Точнее на день. И вечером перед сумерками насаживал. И даже днем попадались, ребят, налимы. Все шикарно. А сейчас вот вообще плохо, конечно. Плохо стало. Вообще с рыбалкой плохо стало. В общем, комбайны 1000 раз показывал, да, уже, ребята. Просто как никакая донка. Сейчас быстро размотаю сразу косу. Посмотрю, будет тащить, нет. На конце мормышка, но я хочу переделать, ребят. Мормышка что-то не то, а также просто бусинку ставить, я имею в виду. Дребинку грузила, их простой крючочек. Также. Тащит великолепно. Отлично. Отлично. Удочки, отлично. Ребят, здесь подыскосок сверлю, чтобы меньше зацеплялось при проверке. Ну и 130 получается. Может, выхватим. Ну тут, в принципе, на червя-то и любая рыба может взять. Трогаю, ребята, вот этих червей крупных и сразу вспоминаю рыбалку по налиму на донке, потому что сколько приходится перенасаживать. Это же труба прям. Так. Червей, да, на червей очень много. Осенью заготавливаю, трачу. Вот. И, в общем, как-то так. Сейчас сразу вспомнил. Вроде как будто недавно еще рыбачили, но все равно соскучился уже. Так. Опа. Погнали. Вот так вот. Так, друзья, ну что, все, 5 штучек выставил. Там даже поглубже получается, здесь опять какой-то подъем. Офигеть. Вроде середина. Ближе к яме уже, там ямка вот такая. Должно быть глубже. Здесь наоборот что-то. Вот эти два провалились куда-то. Там 1,5 метра, здесь провалились в 2, наверное, в 2,5. И здесь опять что-то в районе 2. Короче, вот тут какой-то спад. Но это, в принципе, хорошо. Возможно, по нему он и будет идти. Но это мы посмотрим, конечно. Ладно. Так, ну все. Теперь займемся жерлицами. Там что-нибудь сейчас придумаем. Черви, смотрю, червей много Григорий ждал. Так что есть поводки. Сниму двойники, просто динарники, и на них червей также, если что, можно как доночку сделать. Пускай будет.
Так, ребят, ну что, все готово. Что тут? Час-полтора, в принципе, и все готово, поставлено. 7 жерлиц и 5 комбайнов. Не знаю, ребята. Посмотрим, может что попадется. Было бы неплохо. Да, надо было взять своих, наверное. Сегодня выходной. Дома. Ну, утром было холодно, я говорю, нафиг не будем, замерзнем. А так хотели взять казанок, мангальчик. Так, на природке. Пожарить мяско. Ну так, погулять, в общем. Надо было взять все-таки. Немножко он степлело уже. Ну и вот прокатился, посмотрел то, что есть много завалов. Можно, в принципе, попилить. Бензин привез на пилу. Цепочки точеные. В общем, наверное, завтра, чтобы пустой не гнать сюда, возьму пару саней и напилим на обратном пути, наверное, дровишек. Ну, на баню сойдет, самый раз будет. Так что как-то так. Ну все, ребята, что, так выставились, посмотрим. Место, я говорю, место рабочее, 100% рабочее. Здесь я всегда ловил. Налим здесь есть. В этом месте он всегда здесь ходит. Вот, только зашевелился, он не зашевелился, еще вот непонятно. В общем, как-то так, ребята. Ну, не могу я дома сидеть, не могу, ребята. На дальняк не поедешь, ну с этим, да, что, опять покупать карася с города везти. Он тоже, как живец, мне не зашел. Ну, в общем, говорю, сейчас на 3 дня собираемся. В принципе, надо отдохнуть лучше. До конца выздороветь. И уже с хорошими силами поедем мы. Покажу, ребята, он там ни разу не был. В общем, тоже так наобум собрались. Позвонились, созвонились, вроде ждут нас. Ладно, все, поехали. Ну, давайте, жилички, работайте. С дровами тут потом неудобно будет. А что сделать? Спуск такой. Надо будет как-нибудь по-другому, что ли, его где-то пробить. Вот и на дороге. Поеду. Покупал его, чтобы по пухаку ходить, а не по дорогам, правильно? Вот он свободно идет, ребята. Без проблем. Ну вот и дома, ребята. Вот и дома. Красота.
Ну что, друзья, доброе утро. Второй день. Еду на проверку. Ну и сегодня, как вчера я решил, взял двое саней, пилу. В общем, попилим, ребят, валежник. Я думаю, будет хорошее дело, в общем, для себя. Ну и посмотрим, если рыбалка, ребята, если сработки. Ну, что-то в этом роде. В общем, решил я пробить дорогу, другую, совсем другую. Не проезжать через мост и там спускаться. Там очень жесткий спуск с дороги и не совсем удобно. А в плане, если я поеду с дровами, то я просто там не подымусь, наверное, скорее всего. Ну или подымусь, но все уроню там и лишний геморрой устраивать неохота. Здесь есть вот такое местечко, где можно спуститься. Здесь обрывы, там обрывы, канавы. Ну только вот здесь, в этом месте, можно спуститься и пройти через речку и, получается, идти тем берегом по пляжу, сделать дорогу. Вот здесь будет неплохой заезд, спуск. Как-то так. Очень много следов лисьих. Не знаю, смотрите, ребята, все берега просто. Снега очень много. Один момент меня смущает, нет ли воды на льду именно в этом месте, так как здесь совсем все по-другому. Хочу спуститься сейчас, посмотреть, нет ли воды. Такой надув тут, ребят, смотрите, очень жестко прям. Ну, как-то так. Ну, вроде в порядке все. Воды нету. Это радует. Да, наверное, здесь и пойду. Воды нету, ребят. Перескакиваю через речку. И той стороной пойдем. Нормально. Ну, вот здесь же опять же будет спуск. Не знаю, по одной сане затащить или двумя. Как получится-то, в общем. Ну, сделаем здесь дорожку. Поехали. Так, друзья, ну что, добрался? Так, ну чё, классно дорогу сделал, блин. Чем там по лесу выдумывать. В общем, ребята, сработок нету на жерлице. Но комбайны, на мой взгляд, загнут. Парочку точно загнуты, вот один по центру загнут. Есть какая-то рыбка. Ну и тут последний тоже как будто загнут. Не знаю, давайте посмотрим. Взял бензин с собой запасной на пилу, масло. Поработаем сегодня. Блин, я думал, жерлицы хоть стрельнут. Нифига. Странно. Я думал, налимчик мелкий все равно поклюет. Этот вроде так и был. Вот этот, ребят, загнут. Третий. Очень хорошо загнут. О, видите, ребят, смотрите, что делает. Рыба есть. Он что делает? Клюет. Меня почувствовал. И начал клювать. Лунки не замерзли. Хорошо. Кто, интересно, ребят, не знаете? Ставочки есть какие-нибудь? Он что делает? Клюет как. Так, ну тут трава. Елец, ребята.
Вот там еще какая-то рыбка. Есть, голавль. Нормально. Голавлик. Голавлик, ребят, смотрите. Ну и в общем все. Вот я о чем я говорил, мормышка. Мне не нравится, ребят, как она работает. Но в плане я имею в виду. Вот надо менять. Кто-то клювал все-таки на нее. Красота, ребят. Две рыбки. Голавлик и ельчик. Надо рыбачить, сидеть. Но вот тот тоже загнут. На мой взгляд, что-то тоже сидит. В общем, золотая серединка сработала. Червей я взял с собой. Запасных. Голавличек. Ну, зимой что? Зимой приятно и такую рыбку повидать. Потому что рыбалки вообще никакой сейчас нету. Блин, ну жилец, я думал, налимчик будет. Так, ладно, погнали. Все же надо, ребят, ставить крючки. Ставить дробинку и крючок. И нормально будет. Насадим. Еще порыбачим. Ничего страшного. Сегодня вечером можно приехать проверить. Не особо, так скажем, грязно. Не особо грязно. Чуть-чуть грязи. Боялся, что грязи будет много. Все, погнали. Наших городских. Вот так вот. Две рыбешки. Золотая середина. Идем дальше. Вот этот как будто загнут, ребята. Но здесь и течение хорошее. Никто уровень не дергает. Ночью было где-то минус 10. Ничего не промерзло. Нормально. Ну что, посмотрим, ребят. Вот что изогнуло. Вот здесь уже бьет. Здесь уже грязь, ребята. Видите? Здесь уже струя идет и грязь. Нормально. Нормально. В общем, все хорошо. Никто даже не тронул. В принципе, можно насадить. Слушайте, друзья, вот третий. Как-то благоприятно. Этот зацеплен у меня. Зацепился за лед на рогатульку. Те два ближе к середине пустые. Ну, я имею в виду, даже не тронули никто. Хотя я боялся, что тут ерши попадутся. Но нет, в общем, никто не тронул. Вот проход рыбы, значит, где-то вон там, потому что две разные абсолютно рыбы. Ну, хотя и та любит течение. Здесь тоже грязь у берега. Там просто, наверное, клювало, то что из-за этого грязи нет, не особо. Ну, в общем, вот смотрите. А нет, здесь тоже кто-то ходил, клювал, поел, да. Ну, возле берега, значит, еще работает. Смело можно вот эти крайние сюда ближе ставить. Вот тут тоже кто-то походил, поклевал и бросил.
Ельцы, скорее всего. Ладно. Все в порядке. Так, вот этот у нас пожамканный. И этот прям рыбку дал. Так, Налим, ребят, смотрите, молчит. Странно. Как-никак. Я все-таки рассчитывал именно на Налима. Ну вот. Елец и головлик. Красивая рыба такая. Мощная очень. Кстати, головля стало очень много у нас. И елец. Елец тоже крупный. Как-то так, братцы. Ладно, чайку сегодня взял с собой. Чайку попьем и в лес поедем. Значит, ребята, рыбка ходит возле берега. А точнее, возле берега, возле дома. Никуда ехать, по сути, и не надо далеко. Я говорю, здесь место-то такое интересное. Женька вчера тоже выставился комбайны. Проверил. У него вообще интересно. С вчерашнего вечера он поймал 8 ельцов. Тоже насысали, получается, на этой реке. Немного ниже. Так что вот как-то так. Ладно, попьем чайку и поедем в лес. Попилим дровишек. Леса, ребята, леса. Не догоню, наверное. Свежая прям с отсюда выбежала. Вон она. Побежала. Жопа рыжая. Вон она, смотрите, ребят. Почесала, блин. Тут, наверное, нырнула, да. Ну правильно. Думаю, нафиг надо. Куда-то спряталась, ребят. Тут уже я сейчас не найти в дебрях. Стало очень много лис, ребята. Можно капканы ставить, вообще заниматься спокойно. Никто у нас не занимается этим. Блин, все вон, все в следах, все истоптано. Выехал тут старицу одну хочу посмотреть. В общем, дрова нашел. Пилить там можно, ё-моё, по целый день. Не знаю, видно вам было, не видно, ребят. Ну, в общем, побежала рыжая. Здоровенную сейчас сову поднял или филина, ребята. Так вроде, да, все тихо, мирно. А зверё-то она тоже гуляет, не спит. А вот, ребята, за какую старицу я вам говорил. Вот здесь же тоже рыба есть, а никто не рыбачит. Вот она, небольшая вроде, но мне кажется, здесь мелкой щуки очень много. Так, что-то мне стало интересно. Не знаю, она задыхается, не задыхается. Но весной вот она затапливается. А никто не рыбачит здесь. А сорога здесь тоже крупная. Ух ты, нифига. Тут, наверное, норы. Попробую, ребята. Бобров, наверное, много. Да, вон там какой-то выход. Ну, здесь все вот лисы ходят. Лисы, волки. Интересно. Тоже дрова, ребята, вон завалило, блин. Там валяются, тут валяются. Везде дрова, короче. По лесу тут катаюсь, блин. Что, проеду, нет? Нет, здесь, наверное, не проеду. Везде дрова, ребята. Ладно, заберу здесь. В общем, если заниматься, ребят, здесь можно, в принципе, за недельку нормально дров себе сделать. У меня как рыбалка, разведка. Ну, немножко дров еще пильнем.
лишнее не будет. Цепочку поменял дома. Даже употел, ребята. Минус 9. Что-то такое. Ну, такая температура. Как раз не холодно, не жарко вот чем-то заниматься, работать. Но все равно сырой весь, взмок. В общем, забрал, ребят, полностью. Две здесь такие сушинки лежали. После урагана корневая система не выдержала. Вот корень, прям по корень забрал. Сухая, классная. И, в общем, еще маленькая была. Обе забрал, там макушки остались. Короче, двое саней полных, ребята. Дров.
Вот МС-180, ребята. Вот, в принципе, вот для дома, вот для рыбалки, вот что-то подпилить так пойдет. А вот лесом заниматься нет. Тут надо 250 уже. Ну, я там не говорю 300 с каких-то, я говорю 250 я вот работал, самое то. Она и легенькая, и оборотистая. В общем, забрал полностью две, ребята. О, блин. Две, не знаю тут сколько вон дров. Вот так вози потихоньку, да. Работай, рыбалка идет. Какая-никакая. Ну, занимаешься вот тут. Разрешение тем более разрешили забирать. Вот. У нас хороший ураган был, и вот очень много деревьев. Вот так, если разобраться. Приехал, попилил. А сейчас дрова, ребят, стоят куча денег, блин. Вроде в лесу живем, блин. Ну все, в общем, здесь забрал. Там еще две. И я, в общем, разведку тут сделал. Сегодня можно еще ходочку сделать одну. И нормально. А вечером приедем, проверим, что да как там у нас комбайны. Может, еще головлик залетит. В общем, такие дела, ребятки. В лесу классно. Тишина, спокойно. Вот еще одна стоит. Вот ее не уронила почему-то. Она тоже сухая вся. Вот так как-то сплошняком. Очень много завалов, вообще море. Там. Тут можно всю зиму ездить, ребята, и пилить тут. Хватит. Ладно. Поперли до дому. Вроде поклевка на второй комбайн. Да, клюет. Огонь. О, погнали, посмотрим. Да, загнул клюет, ребята. Видите, просто долбит. Бам. Он, кстати, зацепился у меня, а сейчас клюет. Он как долбит. Какие подачи, ребята. Рыбка днем, значит, ходит. Можно рыбачить на комбайне. Ну что, опа. Не крупно что-то, ребят. Опа. Ни хрена. Ребята, смотрите, это сорога. Конская просто. Просто конская сорога. Охренеть. Это сорога. Это, смотрите. Да, это плотва, ребят, это не ясь. Вот она. Смотрите, какая, ребята. Ну, не знаю, грамм 300, наверное. Вот это дура, блин. Радуюсь, ребята, просто глухозимие. Рыбалки нет, а тут вон какие красотки. В общем, друзья, чайку попил, немножко остыл. Потащу дрова домой. Ну и вот хочу показать просто. Да, хороша, конечно, малышка. Это прям такая, блин. Я не знаю, блин. Сейчас просто относительно голавлик. Ну, голавлик, да, покрупнее будет. Ну, сорога, конечно, ребята. Прям такая, не знаю. Вот старицу посмотрел. Такие вот там могут жить. Так, наглядно, чтобы понимали, ребят. Пачка сигарет. Вот. 10, 20, 30, 35 сантиметров. Как головоль, блин. Работают точки, ребята. Приближенные. Это целая жареха у нас сегодня. Свеженькая. Вот таких бы на удочку потаскать, блин. Скоро поеду, ребята. Скоро я поеду за такими. Пока не буду карты раскрывать. Но скоро
я поеду вот за такой сорогой. Ладно, что, поеду разгружусь, пообедаю и приеду, наверное, еще попилю, ходочку сделаю и вечерком проверю, может, что еще попадется. Ну, я, наверное, еще на ночь оставлю, ну, а так в целом я уже доволен. Даже вроде и рыбалки-то нету, а рыбка попалась. Ладно, полетели. Ну все, ребята, как-то ну так. Возик уже раскололи, ну я еще немножко дровишек привез.